Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуйте. Я бы хотел рассказать коротко о теме с таким громким названием «Геноцид русских в Чечне». Да, это звучит громко, и думаю, остались такие люди, которые действительно как-то поверили в это вранье. И до того, как приступить к рассказу, я бы хотел бы пройтись так коротко по истории чеченского народа. Наш народ много раз выселяли в разные периоды, в разные страны, государства, места. Последний раз это было в Сибирь, Казахстан, где мы, чеченцы, положили половину своего народа. Погибла половина чеченского народа. И обвинения были громкими, якобы сотрудничество с немцами, с фашистами. Но все это была ложь. Немцы даже не входили на территорию Чеченской республики, Чеченской земли. Они были отбиты на Теречном районе. Как я помню, знаю, немцы форсировали Терек и продержались на нашей стороне пару дней. Потом их выбили оттуда. И все. Да, чеченскую землю бомбили, немцы забросили десант. Были такие случаи. Но чтобы кто-то переходил так на ихнюю сторону и было сотрудничество, все это ложь. Я могу даже допустить там пару человек, например, даже. Но не так массово, как делали это другие. Когда миллионы солдат, из них были созданы целые армии. Это были русские. Но никто их потом не обвинял и не выселял. Далее прошла война, Вторая мировая, и мы жили в Союзе, в Советском Союзе. Наши старики, взрослые, отцы, матеря рассказывают, насколько это было сложно в то время для чеченцев, что нельзя было держать дома Коран, молиться, держать уразу в месяц Рамадан. И нельзя было даже говорить на чеченском языке. Именно я много раз слышал, что очень было запрещено это делать в нашей столице, в городе Грозном. Представьте, такая ситуация, что едешь в автобусе, и тебе русский человек запрещает говорить тебе на своем родном языке. Так, в приказном тоне. Говори на русском. На своей земле тебе кто-то говорит. Говори на русском. Нет, я не против языков, да, я русский язык очень хорошо знаю, я знаю многие другие языки, но дело не в языках, не в народах, но были такие случаи, и мы со своей стороны, мы, чеченцы, не кричали, что это был геноцид, хотя на самом деле был. Было выселение, было истребление. На нашей земле нам запрещали говорить на своем родном языке, молиться, ходить в мечети, строить мечети. Нам все это запрещалось.
пришли такие времена, пришли такие горе-политики, которые не задумываются ни о своем народе, ни о других народах. Вот. 90 мы объявили свою независимость о выходе из состава Советского Союза. Вот. Мы хотели жить свободно, чтобы нам никто никогда не указывал, не приказывал, не заставлял, как жить, как умирать, как дышать, на каком языке говорить, в какую сторону молиться и когда молиться нельзя или можно молиться, чтобы никто нам этого не указывал. И, как все знают, была Первая война, которая началась в 1994 году. Вот. Была Первая война. И виновник этой войны был Ельцин и его компания, которые решили, что надо начать войну, понимаешь. И они ее начали. И не жалели ни чеченцев, ни русских, ни украинцев, ни армян, ни евреев, которые жили на территории нашей республики. Бомбили всех подряд. Бомбы падали везде. И не разбирали, кто есть кто, какой национальности, какой он религии. Вот. Я помню события в Грозном, эти бомбежки, эти ракетные обстрелы. И помню, именно после обстрела российских войск жилых кварталов города Грозного, именно после этих обстрелов загорелась единственная церковь. Они ее разрушили, она сгорела. Вот. И погибло много жителей города Грозного из числа русских и других национальностей. Вот. И все помнят, и все это знают. Ну, мало говорим об этом. Я помню еще события вот тех времен, 95-й год уже, начало. Вот. Как мы ехали в город, в расположение нашего штаба, и начался такой обстрел того квартала, где мы находились. Обстреливали сначала минометами, пару выстрелов были, а потом начали градом. Весь этот квартал, на этот квартал посыпались ракеты. Все начало взлетать в воздух. Мы заскочили в один дом, пятиэтажка, кажется, была 4- или 5-этажное здание. Мы остановили машину и заскочили в подъезд, как бы против осколков. Вот. И увидели там русских. Они плакали, они не знали, что делать. Они просили о помощи. Тогда обстрел прекратился. Артиллерия, российская артиллерия, уже начала обстреливать другие кварталы. То есть все постепенно как бы переходило с квартала на квартал. Они так систематично уничтожали жилые массивы города. Вот. И мы решили не ехать в штаб, потому что там в этой стороне начался обстрел, и все-таки как-то, не знаю, как это сказать, но мы решили выехать из Грозного, забрать вот эти 2 семьи в нашей машине. У нас машина была УАЗ. Вот. И кричим им: давайте быстрее, быстрее, собирайте вещи, быстро, быстро, вот так. 5-10 минут, и все, сразу уезжаем отсюда. Они загрузили то, что могли взять, успели взять. У нас были бронежилеты сзади в машине, которыми мы никогда не пользовались. Были тяжелые. Мы повесили их на двери,
в случае, если будет обстрел, чтобы осколки не попали. Вот, вывезли эти семьи, 2 семьи. Ну, я к тому, что это не единичные случаи, были еще случаи. Что мы, чеченцы, делали все, не делили никого. Для нас там, русский или украинец, или кто-то другой национальности, мы были в одинаковой ситуации. Мы были жертвы этой войны. Вот наше мирное население страдало от этих обстрелов. То есть не было разницы. Не было даже ненависти, что этот человек русский, да. Тем более, чтобы убить русского, как бы за месть, за наших там убитых. Нет, даже в голове такой мысли никогда не было. Хотя российская пропаганда там будет говорить такое, что мы там расстреливали их, убивали. Ну, все это ложь. Ну, еще подойду к основной теме. Геноцид русских. Когда все это началось? Говорится об этом. Вот именно, когда начиналась вторая война, война Путина против чеченского народа. Путину надо было обвинить чеченцев в таких акциях, как нападение на Дагестан, хотя они сами это запланировали, взрывы домов в России, все знают, что это сделали спецслужбы России, а не чеченцы. Никого не судили, никого не поймали. И в качестве обвинения выдвигалась вот эта причина. Чеченцы, начиная там со времен Джохара Дудаева и кончая времен Масхадова, давили на жителей Чеченской Республики, именно на русских, убивали их и так далее, и так далее. Да. Там рассказывали страшные вещи. Эта тема пошла, тема геноцида русских в Чечне появилась в 1999 году. Когда, как я сказал, она была нужна как причина ввода войск и начала войны, когда она нужна была Путину. Вот. Были разные фильмы, монтировались разные фильмы, какие-то свидетели там, непонятно какие. Потом была книга, я даже название не буду называть, но написал эту книгу какой-то Юра. Я чуть пролистал эту книгу, там посмотрел, но даже местность неправильно описывается там. Что за человек пишет эту книгу? И жил ли этот человек в Чеченской Республике? У меня такое мнение создается. И там он страшные вещи описывает, как мы там угнетали, как мы убивали русских, там массово убивали русских жителей. Видите, какая цепочка. И когда это все появилось? Когда это было нужно Путину. Вот. Я не буду отрицать, конечно, как и в любой республике, как и в любом государстве, были преступления. Знаете, преступления были против русских, да. Такие же преступления, даже больше, были против чеченцев. Вот. И то, что мы могли, мы делали. Вот. Наказывали. К примеру, приведу такой пример. 94 год, лето, примерно скажу, это где-то был май-июнь месяц, примерно так. Мы собираемся утром на работу,
завтракаем. Отец мой, Аслан Масхадов, завтракает. И кто-то стучится в дверь. Мать пошла, открывает эту дверь. А там стоит какой-то мужик. Ну, старик. Ну, видно, что русский. И этот старик, имя не помню, забыл. Но как, вот лицо помню. И мне вот, честно скажу, мне было очень приятно его видеть. Скажу почему. Вот. И он говорит, что меня зовут так-то, так-то, я друг Али Масхадова. Это мой дедушка. Мы обрадовались сразу и сказали: заходите, заходите. И отец тем более обрадовался. Он говорит: садись, садись, садитесь рядом. Он сел, мать положила кушать, кажется, суп был. Вот, и он, этот старик, рассказывает такую историю, что кто-то там с оружием пришел и требовал выйти из квартиры. Вот. Отец выслушал и говорит, ну, не доедая, говорит: где вы живете? Он, кажется, назвал, есть такое местечко, Бутенко называется, остановка Бутенко в Грозном. Вот этот старик говорит: я живу там. Хорошо, поехали. И я был в охране отца, мы в форме, с автоматами. Вот, у нас человек 8 было охранников. И мы поехали туда вместе с стариком, отец, поехали. И прошлись по квартирам разным, постучались и сказали соседям этого старика: если кто-то сюда придет и будут угрожать или пытаться даже угрожать, знаете, что есть люди, которые заставят ответить этих людей потом, если что-то произойдет. И всю ответственность я беру на себя, так говорит мой отец. Вот так, передайте, если что. Потом, конечно, сам факт, отец это передал куда надо. Потом выяснилось, что это были люди Кокиева, Саид Магомеда Кокиева, который, кажется, и по сегодняшний день работал на ГРУ Российской Федерации, на вооруженные силы Российской Федерации, представьте. И так выясняется, что это были его люди, которые туда приходили. Я к чему? Что такие действия, такие акции в основном, я верю в это, в основном проводились специально, чтобы потом можно было бы предъявить это против чеченцев. Я могу еще приводить такие примеры, много таких примеров. Даже здесь на канале есть такое видео, где некоторые лица рассказывают, какие преступления они совершали, что они делали. Это группа людей, которые совершали преступления против жителей республики. В основном это были русские, не только русские, даже и чеченцы. Вот. Эту группу захватили, и на этом канале есть такое видео. Вот. И даже вот говорят, что были какие-то лозунги в городе Грозном, что где-то было что-то написано, как бы
мне это неприятно говорить, но не покупайте квартиру у Маши, они все равно будут наши. Вот. И еще типа таких лозунгов, что русские, не уезжайте, нам нужны рабы. Я нигде такой надписи не видел. И никогда не видел человека, который видел эти надписи, такие надписи. Вот. Не было таких надписей. Это все выдумки. Вот. Вторая вот эта надпись, к примеру, то, что русские не уезжайте, нам нужны рабы, это где-то я читал, что она была взята или придумана еще со времен событий в Баку. Все, наверное, помнят в начале 90-х. Вот. Вот такие ярлыки вешаются. Придумываются, вешаются ярлыки, чтобы потом кого-то обвинять. Это работа спецслужб. Я бы хотел попросить бы людей, независимо какой национальности, чтобы меньше верили слухам. Вот. Меньше верили слухам. И еще хочу подчеркнуть, что наше руководство было всегда заинтересовано в таких расследованиях, особенно когда обвиняют нашу сторону в чем-то. И можно в интернете найти, есть такие заявления, обращения моего отца, президента Чеченской Республики Ичкерия, и президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, и президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Когда они заявляли, говорили, что мы готовы к независимым расследованиям, если есть какие-то претензии, если есть преступления. Вот, например, когда в 99 году начали обвинять чеченцев в походе на Дагестан, я помню, Масхадов обращался и говорил: создайте группу и пускай расследуют, кто организовал вот эти события. России это не было выгодно, потому что организаторами были они, Степашин, ихние спецслужбы. Вот. Были также заявления после обвинений о якобы участии чеченцев в подрывах домов в России. Вот также обратились и говорили, требовали, чтобы можно было независимо это все расследовать и выявить виновников. России также не было это выгодно, потому что это были спецслужбы России. Вот. И вернусь к основной теме. Не было никакого геноцида русских жителей. Мы их прятали во время войны, мы их кормили, мы делали перевязки, мы их хоронили, убитых российскими войсками после артобстрелов и бомбежек. Поэтому скажу тем людям, которые выпускают такие мифы: хватит врать. Мы будем говорить про геноцид, который совершали вы и который совершаете по сегодняшний день, но другими методами, более хитрыми. Придет время, и об этом объявят, заявят, и эту сторону будут судить. Я очень надеюсь на это и хочу увидеть это.
Дай Всевышний всем мира, независимо какой национальности человек, люди, народ, и независимо к какой религии они относятся. Дай нам всем мира и справедливости.